رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. 2017 год, как и прежний, вместил в себя много религиозных событий в Чеченской Республике. В самом начале года, 3 января, верующие отмечали День почитания Кунта Хаджи Кишиева, да возвысит Аллах его святость. К тому времени прошло уже 153 года со дня выселения великого Авлия. Во всех мечетях республики читали Коран и Мавлиды, совершали зикр. Ученые-богословы рассказывали молодым людям о жизни и том великом подвиге устаза. Он, духовный лидер своего времени и наставник для миллионов мусульман, проповедовал мир, стойкость духа и богобоязненность в сложное время хаоса и гонений. ففازوا بما بشرهم الله في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله دال خرج نشمش برش إيش دال جرجنا برش دال بيشخل boş bol دال لاش برش دال بيشخل boş bolu دال لاش برش الله دال شيء حقوقه تل شهر خرج نش برش مش بالأش دال قرن شو عبيل قال مدر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا دوغلش سمو يلش دال جرجنا قيرم باشون صار يا ناخن قيرم بولش خينا غير خرياتشون صار يا نا غير ني بولش خينا. ونحن نعيش اليوم وفي هذه الساعة المباركة وبفضل من يعرفون القدر والفضل لأهل العلا وعلى رأسهم أخونا رمضان قادروف والحضور الكرام جميعا فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولي الفضل. ويتخنا ديل غنخية تمسد هو بيرك تخيل دوش حوله ديخش دويل أصحابن كرت على شديل قربانسا دالدين خيل دوش ديكانسا وي باتشاحات رمضان حجوك وي تخنا تنديكا إبا عن دوش دال وين ديك دال وي قومان دين دوش دول إبا عن دوش ديكا وي حق وديز إذا تن خمبا بيزوي خم بش خيل بوش بولشنا خم بيما سي دولشنا خم بيما سي دولشنا سي دخو أرمدات. ذكرى ولادة علم بارز وجبل أشم في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد. تاموا ووشقية تربحن هدوهن آل شربولمن بيلغل خيل يوشل دين بيرق أغبيل خيل بوشبول ديل دين نوقح ديل لم وقولي ديل نوقح ديل دين يقويقش قيحق نريك إذن تن داخر تن دونان شوالر كرل داخش يحقوش. В Чеченской Республике построили 1065 мечетей, каждый год открываются новые. В 2017-м начато строительство Большой святыни в поселке Ойсхара. Мечеть будет вмещать 5000 верующих и носить имя Сулейма Кадырова. Кроме этого, по поручению Рамзана Хаджи Кадырова была оказана помощь в реконструкции центральной мечети в городе Севастополе в Крыму. Также Чеченская Республика взяла на себя восстановление 2 святынь в Сирии – мечеть Амияда в Алеппо и мечеть Халида ибн Валида в Хомсе. Чеченская Республика стала центром проведения международных исламских конференций, собраний и важных встреч с участием видных ученых и влиятельных людей. Весной 2017 года в Грозном состоялось 3-е заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» под председательством главы Чечни Рамзана Хаджи Кадырова и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Заседание длилось 2 дня. Приехали гости из 30 стран. Всего было 57 участников, из них 27 представляли Россию. На этом заседании обсуждались поддержание стабильности и безопасности и возможности экономического взаимодействия России с исламским миром.
Место проведения третьего заседания группы выбрано не случайно. Наша республика имеет дружеские контакты со многими странами Ближнего Востока. Мы долгие годы плодотворно с ними сотрудничаем. На заседании будут затронуты актуальные вопросы безопасности и перспектив экономического сотрудничества России с мусульманскими странами. Одной из самых острых проблем последних лет является угроза международного терроризма. Сегодня происходят трагические события в Сирии и Ираке. Экстремисты развивали там кровопролитную бойню. Гибнут мирные граждане. Чеченский народ знает об ужасах войны не понаслышке. Террористы и на нашей земле пытались установить свой порядок, навязать ложную идеологию, которая противоречит всем моральным, общечеловеческим и исламским принципам. Первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров всю свою жизнь посвятил изучению ислама, шариата и тариката. Он был борцом за подлинный ислам. Когда все боялись даже голос подать против чуждого исламу ценностей, он открыто выступил и осудил террористов и экстремистов. Эти нелюди оскверняли наши мечети, убивали мирных жителей, имамов. Они развернули кровавую войну, остановить которую смогла воля двух человек – президента России Владимира Путина и его верного соратника Ахмада Хаджи Кадырова. Страшная война, в которую втянули чеченский народ, была прекращена. Республика возродилась из пепла и руин и пошла по пути развития и укрепления исламских ценностей и межнационального мира. Сегодня, благодаря политике президента Российской Федерации Владимира Путина, Россия остается самым верным союзником и защитником ислама. Это единственное государство, которое принимает действенные меры для борьбы с террористическими организациями. Но для их полной ликвидации необходима солидарность международного сообщества. Уверен, что заседание группы стратегического видения Россия «Исламский мир» несет ценный вклад в достижение этой цели. 24 июня верующие Чеченской Республики праздновали Аид аль-Фитр, а 1 сентября – Аид аль-Адха. Эти два главных праздника в исламе, как всегда, пришли в дом каждого мусульманина Чечни. Уже стало традицией празднования и дня рождения пророка, мир ему и милость Аллаха, чтением мавлида, совершением зикра. Верующие провели ночь в молитвах в центральной мечети города Грозный имени Ахмад Хаджи Кадырова, сердце Чечни. Сюда также приехали гости из соседних республик во главе с муфтиями. В мечети выставили реликвии лучшего из людей. По призыву Рамзана Хаджи Кадырова мусульмане Чечни прочитали за месяц Рабиуль-Ауаль не меньше 5 миллиардов 920 миллионов салаватов, восхваляющих пророка Мухаммада, мир ему и милость Аллаха. صدق كردار شيء دولوي وقنت تسمع الله شره دين وشلح وقر دزد دقرتان ديل السلام خلق ديل إلش دنيا نشوف أنا الله هر بيوس ليرنا بيوس دينا ويتخوس هر عوري ليرنا هر عوري دينا هر يخز هيبتي مجلس قولينا ومتي أصحان قول دلوي قيخيت ميخيلو والشدالة ده القرآن شعبه بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بقول ديل نور دي أشون هم بالقول ده شغل ده القرآن دي أشون يلشن عليه الصلاة والسلام نور ألا دال سولت القرآن هادنا يلش عليه الصلاة والسلام نور غير دنيا شوية نايز دال نور دين دنيا شو وايت نايز شان نور دولش دنيا شوية نايز قرطو بيسأل ديل رئيس خيل سنة نقعسنا ديل صلوات سلام ماشا الخيل وز ديل إلشان دال شو ديل اندولشتول نور دال خلقا قش تحقن خلح ويك بوخ تون أصحاب شكلالور مواتسرز ليلين دعبور برشال. Еще одним ежегодным праздником только для избранных мусульман стал Большой хадж в Мекку. В 2017 году туда отправились 2600 паломников из Чечни. Все они воздушным путем добрались до священной земли. Каждую группу паломников сопровождали врач и представитель духовенства республики для удобства совершения самого важного путешествия в жизни каждого мусульманина и одного из столпов ислама. Первая группа паломников вылетела в августе, а возвращались они уже в сентябре. يعجز لبيش بوش أسعر وني أصلا جو حلول شغلي
حقيت سيدوي حقيت وناسن جو دخل توشتوي ديريس الخان هذيك زبيخان برخان أحدين شان خون سأتن بركة التدرج أحبين بنديك بعض أتخون تنا حيس بخوردش أتصلخر هو دنيا تحقين لخر هم دوش أتصلخر صوتنا قطعون. Однако, несмотря на праздники и другие поводы для радости, наши сердца не покидала боль от того положения, в котором вынуждены находиться наши братья и сестры из Сирии. Фонд имени первого президента Чечни, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, много раз оказал помощь жителям этой страны. Так, например, в июне 2017 года, в священный месяц Рамадан, 10 тысяч сирийских сирот получили коробки с продуктами питания и другими подарками. Это была самая крупная в истории Сирии гуманитарная акция. Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова Аймани Несиевна, мать главы республики, как истинно верующий человек, с болью и состраданием воспринимает трагедию сирийского народа. Поэтому фонд, возглавляемый ею, длительное время оказывает благотворительную помощь жителям разных городов Сирии, а также беженцам Сирии, которые по воле судьи оказались в соседних странах и находятся в трудной жизненной ситуации. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров помог в высвобождении из сирийского плена граждан России. К началу декабря вернули на родину больше 100 человек. Среди них 12 граждан Дружественной Казахстанской республики. Эту миссию возглавляет Зияд Сапсаби, специальный представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки. И она далеко не окончена. В планах возвращения домой еще десятков женщин и детей. Алхамдулилlah, сегодня по воле Всевышнего Рамзан Ахматович дал поручение нашему сенатору Зияду Сапсаби заниматься вопросами возвращения наших детей российских с Дагестана, с разных мест, с Чечни в том числе. Поэтому над этим всем Зияд Мухадинович очень сильно поработал. Большая делегация по поручению Рамзана Ахматовича работала по детям в этом направлении во главе с Зиядом Сапсаби. Также Ирак, Сирия, Йемен, везде наш глава Рамзан Ахматович дал поручение заниматься нашими детьми и возвращением наших граждан. Это не просто дается, это большая, огромная работа, которая одними словами не выразить. Я хочу от всего сердца, от всех нас, от Совета Федерации, от Думы, от депутатов Государственной Думы, от общественности поблагодарить Рамзана Ахматовича за такое поручение и за такое огромное, большое дело, которое он делал для этих детей, для родителей. Рамзан Ахматович контролировал каждый шаг работы нашей группы. Мы не оставим без внимания ни одного ребенка вне зависимости от того, из какого региона Российской Федерации. Еще одна печальная новость пришла из Мьянмы. Мусульмане провинции Рохинджа подвергаются насилию и гонениям. Больше 1 миллиона человек собралось в Грозном у мечети сердца Чечни, чтобы выразить свое крайнее недовольство. Также из Чеченской республики в этот район была направлена гуманитарная помощь при поддержке фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. За последние полвека на земле непрерывно шли военные действия, гибли миллионы мирных граждан. Но человечество еще не видело такой массовой жестокости над стариками, женщинами, детьми. Тысячи и тысячи жителей штата Ракхан постоянно подвергаются насилию. Методы военных и монахов по своей жестокости происходят действия надзирателей в фашистских лагерях смерти. Власти этой страны лишили права на жизнь более 1 миллиона мусульман. Их жалкие жилища горят в огне. Беззащитных людей разрывают на части, сжигают на кострах, топят в воде. Детей бьют об землю, бросают в огонь. За этим молча наблюдает ООН, Евросоюз, региональные организации, Юго-Восточной Азии, короли, президенты и мировая пресса. Вместо резкого осуждения геноцида ведутся жалкие разговоры о гуманитарной помощи. Вот истинная цена громким заявлениям властителей мира о преданности идеалам свободы и гуманизма. Кровавый режим устроил этническую чистку. Целый народ стоит на краю гибели. Его трагедия длится много лет. Но никто не вводит против этой страны экономические и политические санкции. Я хочу напомнить, что набравшие сегодня в рот воду лидеры мировых держав совсем недавно маршировали
по улицам Парижа. Это было после событий редакции одного из журналов. Им кто-то из сильных мира сего приказал ехать в Париж, а они не посмели отказаться. Первые лица западных стран готовы защищать права даже одного человека нетрадиционной ориентации, но теряет дар речи, когда уничтожаются целые народы. Такая позиция вызывает негодование и гнев всех людей доброй воли. Аллаху Акбар! Когда мы в Чечне предложили привлечь к ответственности пособников террористов, а также близких родственников во всем мире, подняли шум. В Мьянме длительное время сжигают и режут детей, подпрыгивают на малышах. В чем виноваты дети Рохинья, которые хладнокровно убивают? Абсолютно ни в чем. Но эти картинки на телекранах не показывают, про это не пишут. Неужели это не повод для того, чтобы мир содрогнулся от ужаса? Так не может дальше продолжаться. Сегодня я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровопролитие. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечества. Мы также требуем призвать к ответу страну, которые закрыли границы и отказали в помощи беженцам. Они обрекли их на неименуемую смерть. Необходимо срочно остановить катастрофу и протянуть руку помощи гибнущему народу Рохинья. Я твердо уверен, что наш с вами призыв услышит сотни миллионов человек во всем мире. Их долг поддать свои голоса в защиту несчастного народа и выступить против фашистующего режима. Да поможет нам Всевышний Аллах. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! В 2017 году значительно усилилась работа духовенства республики по примирению семей. В результате воссоединились вновь 1254 пары. Общее количество их детей около 2500, поэтому необходимость и важность примирения такого количества семей сложно переоценить. Dat is een daar dan, zijn nou een oogje dan, dat banen dus, dat omdoor dan. Zij er ze bij zo van, dus het hoogst worden. Ja, dat komt er dan. We mogen best wel doen dat, zij bij het aswalig doen dat zo goed voor meisjes. Zo banen, wat is het dan? Als deel daar, er door, als een deel wie er baan dus, deel wie er maar van zie, is na zo'n daar, zo die gaan zo oplossen, hè? Nog wel eens naar kwijt dan. Peter, omliggboekers, dat zijn er van de Чеченская республика наладила за последние годы тесные дружеские отношения с арабскими странами. В 2017 году состоялось сразу несколько визитов главы Чечни в Арабские Эмираты, состоялись встречи с представителями этой страны, а также Бахрейна на самом высоком уровне. Достигнуты десятки экономически выгодных соглашений. Уже сегодня на территории Чечни реализуются многочисленные проекты, финансируемые арабскими компаниями. Это результат многолетней работы по укреплению дружеских отношений с братьями из мусульманских стран. Делегация во главе с Рамзаном Хаджи Кадыровым в октябре прибыла с дружеским визитом в Узбекистан. В ходе этой поездки глава Чечни встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Рамзан Хаджи вместе с духовенством Чечни посетил исламские учебные заведения в Узбекистане, в том числе институт имени Аль-Бухари в Ташкенте, где в свое время учился первый президент Чечни, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Также посетили зиярты авлия и видных религиозных деятелей страны.
أشهد أن لا إله إلا الله السماوات والأرض لما جبل والعرش والعرش والكرسي وما حصلوا ما دام ما دام صلاة دوام ليس تنحصر. Богословы Чеченской Республики участвуют в международных исламских конференциях, они почитаемые гости во многих странах мира. И это тоже результат налаженных дружеских отношений. В середине декабря советник главы Чечни, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова Адам Шахидов принял участие в конференции «Укрепление мира в мусульманских обществах в Арабских Эмиратах». На конференции Шахидов зачитал благодарственное письмо главы Чеченской Республики, направленное шейху Абдулле бин Бая, а также к участникам конференции. Его превосходительство, досточтимый шейх, большой ученый шейх Абдулла бин Байя, досточтимый муфти Египта, уважаемые шейхи и участники конференции. Позвольте мне, прежде чем зачитать это письмо, выразить слова искренней благодарности и признательности Объединенным Арабским Эмиратам за их покровительство этой благодатной конференции и за их прием величайших ученых и праведников на своей земле. Также я выражаю слова искренней благодарности председателю этой благословенной конференции «Укрепление мира в мусульманских обществах». Со мной доверенность, которую я принес вам от главы Чеченской Республики. Это благодарственное письмо с признанием больших заслуг шейха Абдуллы бин Байя в сфере поддержания мира не только в мусульманских сообществах, но и во всем мире. Благодарственное письмо с признанием заслуг. Во имя Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда. Всевышний Аллах в священном Коране говорит: «Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину Он слышащий, знающий». Мир – это лозунг ислама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Мусульманином является тот, от чьей руки и языка не страдают другие». Всякое усилие, которое прилагается для распространения мира, это похвальное усилие. Весь мир сегодня нуждается в мире больше, чем в чем-либо другом. А проповедники зла, терроризма и смут из разных наций и религий, их цель – загрязнение атмосферы, нарушение спокойствия и замена безопасности на страх. И обязательным для всех разумных людей из числа ученых, политиков, журналистов и деятелей культуры является распространение мира. Мы очень высоко ценим большие усилия, прилагаемые шейхом Абдуллой бин Байя, председателя этой благодатной конференции, в его управлении судном просвещения к берегам мира. Шейх Абдулла бин Байя, будучи из числа больших мусульманских ученых, стремится показать истинную суть ислама, которая отвергает смуты. Мы выражаем ему уважение и почет. Также мы выражаем благодарность нашим братьям в лице руководства государства Объединенные Арабские Эмираты, министра иностранных дел и международного сотрудничества, его высочества шейха Абдулла бин Заеда аль-Нахаяна, за их благородное попечительство конференции «Укрепление мира в мусульманских сообществах», на которой мы надеемся, что Всевышний Аллах принесет огромную пользу и много добра. Служитель Корана, защитник сунны пророка, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. شكرا للأستاذ آدم شاهدوف على قراءة رسالة رئيس الشيشان. Историческое событие состоялось 5 октября в России. Впервые за все время существования королевства Саудовская Аравия монарх этой страны прибыл с государственным визитом в Россию. Король Салман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что этот визит имеет огромное значение для наших стран и всего Ближнего Востока. В ходе этого визита были достигнуты десятки экономических и политических соглашений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы рады визиту короля Саудовской Аравии, первому в истории наших межгосударственных отношений. Уверен, что этот визит придаст новый, мощный импульс в развитии двусторонних межгосударственных отношений. Продолжается координация между нами во всем, что способствует укреплению безопасности и процветанию наших государств, во всем, что служит делу международного мира и безопасности.
Мы стремимся продолжить позитивное сотрудничество между нашими странами для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики. В августе 2017-го прошло 10 лет со дня первого эфира в единственной Чеченской Республике исламской телерадиокомпании «Путь» имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня здесь работают несколько десятков человек в 3 основных направлениях – телевидение, радио и издательство. Есть большие павильонные залы для записи студийных передач. Торжественное мероприятие по случаю десятилетия телерадиокомпании «Путь» посетил глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Почетными грамотами отметили лучших сотрудников. Каждый работник был награжден денежной премией. Советник главы Чеченской Республики и директор телерадиокомпании Адам Шахидов удостоен медали памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Эта награда была вручена впервые. Dukkunah, tietty halas internetra, 99 cesterna ja 100% westerna ja lukkoon. Hins 99 on weitsi 100% otsa hinsi lukkoon. Akis lukkoon daar. As mufti uit zien on, tani meter bellos, tani bolpes. Moest het region de campagne zie bellos op baan dus dan een hal giets. Die hal giets delle er wat doen Jackson, عامل على دخل ده صح يلا هناك إذنان يلا صح يقنا أذكر الواقع دخل ده يخلى عامل عليه يدح أردمت تقي عشان رصاني وفوز تغوش بيخ في الآن دش نشوف عامل عش الغاز وبود ود بلط تحت ونيجي تعمل دخل ده صح يلا هناك إذنان يلا صح يقنا أذكر الواقع صح دو هناك إذن الولد إذا شو الدكتور ده يبقى شنو وينينا طول أحيي الأربعة عوش حتى هذا دوي ده ما حوني قاعد قيام خلت وني قاعد ويطول خلت وني قاعد طول خلت قاعد بالله تعطي شنو هذا المستوى. В декабре в Чеченской Республике запустили первое лицензионное исламское радио России. На волне 91 FM теперь будет вещать радиостанция «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, посетили глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками и богословами, а также первый заместитель генерального директора федерального государственного предприятия «Российская радиовещательная и телевизионная сеть» Виктор Пинчук. Радио «Путь» вещало и раньше, но не было собственной волны. Теперь эта проблема осталась в прошлом, как и все связанные с этим другие сложности. Мы рады приветствовать наших уважаемых гостей. И вначале хотел бы поблагодарить их за то, что они были с нами и довели до логического конца то, что мы хотели за эти годы. От себя лично, от всех мусульман говорим вам самые искренние слова благодарности. Действительно, давно первый лицензионный дон. Радио Ювейтан, республика. Сегодня дон. Охват республика, да, иншаллах, мы надеемся, что с нашими братьями мы будем доделывать до Северного Кавказа, чтобы был охват дон. И это нужно для Кавказа и для России в целом, потому что идеологии против этих шайтанов должны усилить. В первую очередь, доказывая им, что написано в Коране и что говорится в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Телерадио «Путь» доказало, что они готовы на это. У них хватает образования религиозное, исламское, и у них есть все специалисты, которые могут противостоять этому злу. 8 декабря 2017 года в Духовном управлении мусульман Чеченской Республики состоялось итоговое совещание, в котором принял участие и глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. За прошедший год богословы провели десятки тысяч проповедей, выпустили много аудио и видеоматериалов, участвовали в примирении семей и в решении других споров. Глава республики поблагодарил духовенство за огромный труд и верность правильному пути в исламе.